Валерия, конечно, она очень работала, она вообще день, иногда 12 часов. И использовали иногда консультанты и из Египта, из университета Дамаска, и факультет, это шариатский факультет, и ездили в Алжир, в Марокко, в Тунис, где там Зайтуна, были Азхар 6 лет. Аль-Азхар это высший степень, высший уровень исламский, например, по знанию ислама. У них есть институт академии по переводам и новые все книги. Кто любая книга на исламском, по исламу или по Коран, если не одобрена у них, сейчас она не такая, могу сказать, не одобрена или так далее. Мы 6 лет ездили туда постоянно. Сначала у нас одна третья Коран, потому что хотели узнать реакцию людей. Потому что мы начали в 85-м, первая книга была в 89-м. Одна третья Коран была последний джиз от Ясина и первый две суры, Аль-Фатиха, Али Амран и Аль-Бахара. И люди много, альхамдулилlah, сказали много отзыв на них, думаю, тогда можно продолжать. И потом еще второй раз мы сделали еще одна третья. И третий раз, альхамдулилlah, в 1997 году совершили Коран, и Аль-Азхар дал полное разрешение на тиражирование и на распространение. Много лера, сразу нас пригласили и во всех городах России, и потом в Казахстан, и в Киргизии, и в Азербайджан. И единственные две страны, которые не были тогда, Туркмения и Узбекистан, потому что там это Карим, Ислам Каримов, который никого не пустил. А Туркестан тоже до сих пор еще не открыли. Но книги пошли. Мы много книг пошли туда, а там лично не читали лекции. А в Казахстане вообще в каждом городе, и в Алматы, и в Астана, сейчас Нур-Ислам, и в Атрау, и в Актау, и в разных районах. Мы в Сибири были, и в Омск, и еще там 2-3 города около Омска там. Но даже а книги дошли до самой верхней мечети в России, который почти на край, который это самый северный, альхамдулилlah.